Ижемские состязания собрали спортсменов из разных уголков нашей республики. Это соревнования по национальным видам спорта. На несколько дней фестиваль объединил на одной площадке культурные и спортивные традиции, а также познакомил участников и гостей с обычаями коми-ижемцев. Узнала много нового и Ксения Лосева. На соревновательном паркете ребята разных возрастов. Кто-то пришел в большой спорт уже давно, а кто-то еще только начинает делать свои первые шаги. Для всех без исключения ижемские состязания – это важный старт в сезоне. Серьезная подготовка к нему ведется чуть ли не весь год. Так, например, представительница команды от Ижемского района Анастасия Парамонова настроена на высокий результат. Спортсменка тренируется с 11 лет и уже многократная и абсолютная чемпионка различных республиканских соревнований. Тренироваться приходится в неделю по 3 раза. Как бы трудности, если тренироваться, трудностей нет. Это дает опыт и узнать что-то новое. И попробовать себя в новых условиях. Вокруг царит атмосфера настоящего спортивного праздника. Все участники настроены только на победу. Мы уже успели посмотреть состязания по тройному национальному прыжку. И впереди еще много всего интересного. В программе бег с палкой на 2 и 3 километра, метание аркана на хорей, лыжные гонки, классический жим штанги лежа, прыжки через нарты. А еще метание топора. Последнее вызывает особый интерес как у самих участников, так и у зрителей. Национальные виды спорта, основанные на самобытных народных играх оленеводов, это не только физическое развитие, но и сохранение северных традиций и неповторимой культуры. Ребята, им нравится, вот приходят, прыгают, особенно вот это интересно, если вы будете смотреть, это метание топора на дальность, это как птички летают, как бумеранг летает, и очень красиво. А не так, что там 10-20 метров, до 200 метров. Неофициальный рекорд это 340 метров, рекорд России это в коридор, который 265 метров. Неожиданно ранее для Севера весна внесла свои коррективы. Состязание по метанию топора на дальность в этом году пришлось отменить. Тем не менее, никто не унывает. Попробовать свои силы в Ижму приехало около 70 спортсменов со всей республики. Усть-Цильма, Усть-Кулум, Сыктывдин. Для многих районов участие в состязаниях уже успело стать хорошей, доброй традицией. Так, например, команда из Карткироса участвует в соревнованиях уже 4-й раз. Я каждый год удивляюсь, к сожалению, пандемия вносит тоже свои коррективы, но они молодцы, стараются проводить свои соревнования и выводить на новый уровень, потому что у нас здесь спортсмены отбираются на российские соревнования и тоже там показывают свой уровень выше гораздо. Ну, молодцы, ижемцы прекрасные ребята, всегда гостеприимные, встречают хлеб и соль, так что всегда здорово приехать туда, где тебя ждут. История фестиваля насчитывает уже не одно десятилетие. Впервые элементы национальных видов спорта были представлены на съезде оленеводов в 91-м. Тогда же и начались усиленные тренировки спортсменов. На сегодняшний день в Ижемской копилке уже 5 мастеров по этим видам спорта. Ребята ежегодно выезжают на соревнования в Нарьян-Мар, Салехард, Красноярск, Ханты-Мансийск и Москву. И то ли еще будет, говорят здесь. Это захватывающий вид спорта. Он зрелищный, он очень интересный, поэтому с большим удовольствием он, так скажем, создает конкуренцию. Да, специфика нашего района – это лыжные гонки. Но на сегодняшний день национальные виды, так скажем, стараются догнать их и показать свое превосходство. И в какой-то степени, может быть, у них даже это и получается. Организаторы надеются, что с каждым годом к республиканскому фестивалю будет присоединяться все больше муниципалитетов. Талантливые спортсмены, опытные тренеры и возможности для развития национальных видов спорта в Коми есть. А значит, регион сможет достойно отстаивать честь республики и на российском уровне. Ксения Лосева, Роман Боровиков, телеканал Юрган, Ижемский район.